ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В воскресенье 16:30 дворовая территория по улице Чебьюской за магазином Руслана и Людмила. Сильные порывы ветра изрядно подпортили настроение жильцам соседних домов. С одноэтажного здания слетела часть крыши. Деревянная конструкция с длинными гвоздями уютно расположилась на двух близстоящих авто. У ВАЗ-2114 помята крыша и выбиты стекла. На ремонт уйдет около 70 тысяч рублей. Не самая приятная новость для владельцев. Дома сидел, ветер поднялся, думаю, надо ехать за женой. Выхожу, смотрю, уже все, переехал, никуда ехать не надо. Кто не досмотрел за деревянной крышей, пока неизвестно. Одноэтажное здание занимает сразу две организации – «Водоканал» и КЭС. По информации от энергетиков, упавшая половина сооружения не их. Между прочим, от ветра пострадали и другие здания. Одна из жительниц соседнего дома Александра Малютина вышла на балкон, чтобы забрать кота. Девушка стала невольным свидетелем, как страдает семейное авто «Форд Мондео». По первым оценкам, на ремонт лобового стекла и других повреждений придется заплатить около 40 тысяч рублей. Увидела, что летит крыша на нашу машину. Летит с нашей семиэтажки прям вот сюда железо, прям почти на ребенка. Мы ребенку крикнули, он, наверное, нас не услышал. Вот, и просто дерево спасло его. Чуть поодаль стоит еще одна жертва сегодняшнего ветра – Volkswagen Passat. На авто приземлилось дерево. В этом водитель винит коммунальщиков. Древесина гнилая, ее давно требовалось убрать со двора. Он, как и остальные водители, ждет приезда ГИБДД и полиции. Нужно документально все зафиксировать, ведь они собираются отсудить возмещение ущерба. Однако, как скоро кто-то появится, неизвестно. Правоохранители вызвали больше часа назад. Но по всему городу лежат будто срубленные поваленные деревья и дорожные знаки.